Если мобилизованный гражданин был уволен после 21 сентября, то этот приказ работодателя будет отменен. Издан другой о приостановлении трудового договора. О трудовых правах мобилизованных рассказала первый замглавы Минтруда России Ольга Баталина. Более того, даже если человек находился под сокращением, но уволен еще не был, такой трудовой договор тоже приостанавливается. Эти же правила распространяются на тех, кто после 21 сентября пошел служить добровольно. Таким образом, люди смогут сохранить свои рабочие места на время прохождения службы. Каких работников касаются такие нормы? Абсолютно всех. И тех, кто сегодня трудится на постоянной основе, по постоянному трудовому договору, и тех, с кем заключен срочный трудовой договор, и тех, кто сейчас в рамках трудового договора проходит, например, испытательный срок. Касается это и тех, кто служит на гражданской государственной службе, и с ними заключен служебный контракт. Соответственно, это распространяется и на всех работодателей, независимо от формы собственности и независимо от их сферы деятельности. Для приостановки трудового договора необходимо предоставить работодателю повестку, а весь период приостановки включается в трудовой стаж. Работодатель при этом может взять временного работника. После демобилизации граждане смогут получить статус ветерана боевых действий. Дополнительные гарантии получат и члены семьи бойцов. Соответствующие поправки сейчас на рассмотрении в Совете Федерации. Если одного из родителей ребенка до 14 лет мобилизовали, например, отца, то мать ребенка нельзя без ее согласия привлечь к работе ночной, внеурочной, к работе в праздничные, выходные дни. Нельзя без ее согласия направить ее в командировку. При этом родители детей до 18 лет получают преимущественное право для оставления на работе. То есть при сокращении работодатель в первую очередь сохранит рабочее место для родителей, которые воспитывают детей до 18 лет, в случае, если второй родитель в такой семье мобилизован. Если гражданин заключал социальный контракт и призван по мобилизации, а значит не может исполнять обязательства по договору, Минтруд может либо приостановить контракт, либо завершить его досрочно по уважительным причинам. При этом все выплаты от государства останутся у гражданина и могут быть использованы членами семьи.